Приветствую, друзья! С вами Искандер Бариев. 18 июня в рамках интерактивного обсуждения ситуации в Украине Советом по правам человека ООН россияне распространили заявление так называемого постпреда Республики Крым при президенте России господина Мурадова. Конечно же, через титул заявителя никто эту бумажку за документ воспринимать не будет. Но русские действуют точно в соответствии со своей поговоркой «не мытьем, так катаньем». Крымские вопросы Россия сама по собственной инициативе обсуждает в ООН и именно в украинской дискуссии. При этом на 1 июля 2020 года в России запланирован большой политический фарс – голосование по изменениям в Конституцию России, а новая правка предусматривает обнуление президентского срока и позволит Владимиру Путину остаться у власти после действующей каденции. И в этот фарс Россия планирует вовлечь жителей оккупированного Крыма и Ордло. Так о чем же хотел сказать Мурадов? И нужно ли принимать участие в референдуме? Об этом поговорим в 44-м выпуске блога Liberate Crimea. Заявление господина Мурадова начинается с жалобы на бесчеловечное лишение пресной воды 2,5 миллионов жителей Крыма. При этом агрессор совсем не скрывает основную проблему, которую он явно хочет решить любой ценой. Господин Мурадов также врет и о перекрытии Украины сухопутных транспортных артерий, после чего Россия построила мосты. Расчет здесь лишь на то, что кто-то в ООН не будет делать проверку очевидных фактов. Ведь, конечно же, строительство мостов агрессором уж никак не влияет на перемещение граждан Украины как из Крыма, так и в Крым. Ведь именно Россия ограничивала передвижение на админграницах с Крымом еще с февраля 2014 года, когда установила контроль лиц, которые прибывали в Крым поездами, с применением похищений, пыток и даже убийств. Затем именно Россия ввела пограничный режим. Первой начала требовать визы Российской Федерации у граждан третьих стран, прибывающих в Крым. Украине лишь приходилось предпринимать вынужденные симметричные действия. При этом именно сухопутные контрольно-пропускные пункты с Крымом пересекали миллионы людей после 2014 года. Действительно, из-за пандемии коронавируса передвижение в Крым и из Крыма, к сожалению, было несколько непропорционально ограничено. А Россия в своей истории никогда не строила мосты для людей, только для танков. Господин Мурадов, обращаясь в ООН, дважды называет жителей Крыма «наш народ», который этот господин призывает спасать. Правда, какое собственное название этот безымянный народ имеет, из текста заявления непонятно. Но понятно одно, что заявитель явно относит себя к данному безликому народу. Напомню, что этот господин впервые появился в Крыму в 2014 году с началом оккупации. Поэтому его слова «наш народ» в увязке с Крымом какого-то конкретного значения в этой реальности иметь не может. А вот для украинского народа является важной другая часть заявления от народа Мурадова о том, что Киев лишил наших собратьев права на пользование родным языком и на образование на нем в школах, поддерживает экстремистские организации, осуществляет диверсии. Не смешно ли? Представители агрессора требуют вводу, но одновременно обвиняют в диверсии. Напомню о другом заявлении прямого руководителя господина Мурадова, Путина, который в статье о Второй мировой много философствует о необходимости нового мирового порядка для ядерных государств. О том, что Гитлер был вынужден начать Вторую мировую, потому что, оказывается, внимание, с Германией несправедливо обращались западные страны. Ну что же, следует поблагодарить агрессора за циничное предупреждение о своих преступных намерениях и готовиться к сопротивлению. Путин же целенаправленно движется к своей цели, а для этого ему нужно укрепиться надолго на политическом пьедестале России, а потом СНГ, а потом, лучше промолчать. Для начала ему нужно внести изменения в Конституцию России. Напомню, что Гитлер в Германии пришел к власти легитимным путем. Новая правка предусматривает обнуление президентского срока и позволит Владимиру Путину остаться у власти после действующей каденции. Путин пытается навязать законы жителям оккупированных Крыма и Донбасса, а их участие в голосовании на референдуме об изменениях в Конституцию Российской Федерации являются очередным нарушением минских договоренностей и суверенитета Украины.
В Евросоюзе обеспокоены попытками навязать российские законы населению Украины в аннексированном Крыму и Севастополе, а также в неподконтрольных правительству районах Донбасса. Говорится в заявлении ЕС касаемо длительной агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, опубликованное во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене. В свою очередь, в Севастополе юрист Владимир Новиков обратился в российский избирком города с требованием исключить его из списка избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию России. Как преподаватель истории и обществоведения, а также как специалист в области права, практикующий юрист, заявляю о своем категорическом несогласии с голосованием по поправкам в Конституцию, которое назначено на 1 июля 2020 года, так как такое голосование полностью незаконно и преступно, ведет к узурпации власти одним человеком и непосредственно связанным с ним лицами. У нас просто украли родину и страну, говорится в заявлении Новикова. Он добавил, что не желает принимать участие в этом фарсе и поэтому требует исключить себя из списка избирателей по избирательному участку. Кроме того, Новиков требует, чтобы после окончания голосования 1 июля ему выдали справку с подтверждением исключения из списка голосования и что он не принимал участие в голосовании 1 июля. А я хочу обратиться к своим землякам. Не будьте соучастниками большого преступного политического фарса. Не ходите на противозаконный референдум 1 июля 2020 года. Это ваше гражданское право. И никто за это вас не привлечет к ответственности. Желаю вам мира и любви. До новых встреч.